Вас приветствует телеканал Якутия-24, программа «Итоги дня», в студии Влад Давыдов. Добрый вечер, смотрите далее. Прямая линия. Глава республики Айсен Николаев ответил на вопросы якутян в ходе эфира на нашем телеканале. Местное население в промышленность. В Ленске провели ярмарку вакансий. Работу жителям предложили крупные компании. День безопасности труда. На базе производственного обеспечения Нерингри компании «Транснефть Восток» провели конкурс среди подразделений. «Узнай о своих долгах» акцию с таким названием проводят в столичном аэропорту судебные приставы в преддверии сезона отпусков и майских праздников. Автопробег к самому загадочному кратеру Сибири. 3000 километров преодолели члены научной экспедиции, чтобы добраться до Попегайского. Какова главная цель группы? Только что завершилась прямая линия главы Якутии. Айсен Николаев ответил на вопросы якутян в прямом эфире на телеканале «Якутия-24». Задать свои вопросы руководителю республики как через телефонную линию, так и при помощи прямого включения удалось жителям Алдана, Нерингри, Якутска, Зырянки и многих других районов республики. Людей прежде всего волновали вопросы прохождения паводка, ситуация с пожарами, реализация программы переселения, бюджет республики и многое другое. В начале мая я сам также с одной из таких групп вылечу в Ленск, чтобы на месте, может быть, даже с участием министра по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации Зинычева провести определенный смотр наших сил и возможностей и оценить еще раз нашу подготовку к паводку. Что касается финансовых средств, то уже финансовые резервы и на уровне республики, и на уровне муниципалитетов они сформированы. И еще раз хочу сказать, что мы сделаем все, чтобы паводок в нашей республике прошел без эксцессов. Также Айсен Николаев обстоятельно ответил на вопросы, касающиеся цифровизации Якутии, благоустройства, строительства дорог. Кроме этого, обманутые дольщики услышали ответы Айсена Николаева по поводу завершения строительства многоквартирного дома по улице Петра Алексеева в столице. Также глава Якутии высказал мнение по поводу громких уголовных дел, связанных с чиновниками в муниципалитетах. Мы должны сделать все, чтобы дома были построены вовремя и построены качественно. Поэтому было принято решение, и вот сейчас руководитель фонда реформирования ЖКХ Цицин у нас 2 дня назад был в Якутске, он полностью поддержал нашу позицию о том, чтобы централизовать это все на уровне республики. Сейчас создана специальная дирекция по жилищному строительству республики, которая подчиняется Министерству строительства, которая полностью будет заниматься этим вопросом. То есть организация работы по расселению жителей из аварийного жилого фонда в рамках второго этапа переселения. В ходе прямой линии поступило множество вопросов. Все ответы на поступившие вопросы будут обработаны сотрудниками колл-центра и администрации главы и будут доведены до населения республики. Ни один вопрос жителей Якутии не останется без ответа. Сегодня столицу республики посетил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. Вместе с главой республики Айсеном Николаевым он принял участие в установке первой сваи Жатайской судоверфи. С 2021 года на судоверфи ежегодно будут выпускать до 10 новых судов. Это единственный промышленный проект, включенный в госпрограмму развития арктической зоны России. И новая судоверфь должна стать опорой для развития именно этой зоны. Средний возраст судов у нас сейчас 34 года по Ленскому объединенному речному пароходству. И по другим пароходствам ситуация не лучше, а может даже сказать хуже. И, конечно, то, что через буквально 2 года здесь у нас появится современная судоверфь, которая будет способна выдавать 10 судов, которые будут способны работать на наших сложнейших условиях, это на самом деле спасение. Спасение и для нашего речного пароходства, и для других речных пароходств, которые работают здесь. Это спасение в целом для нашей республики. Далее Денис Мантуров посетил площадки территории опережающего развития индустриальный парк Кангаласы, круглогодичную теплицу Саюри, производство твердотопливных котлов и полиэтиленовых труб.
Затем федеральному министру презентовали ювелирно-гранильный кластер. Там планируют до конца 2020 года изготовить 1,5 миллиарда ювелирных изделий и экспортировать бриллианты на 275 миллионов долларов. Востребованность как раз такого института развития, такого инструмента поддержки, она высокая, и дает возможность резидентам заходить уже на подготовленную площадку как индустриального парка, так и IT-парка, для того, чтобы быстрее реализовывать свои идеи с нуля до индустриального масштаба. Поэтому это хороший формат. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил изучить вопрос об изменении рабочего дня для жительниц сел. Министерство обсудит этот вопрос вместе с профсоюзами и общероссийским объединением работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей». Напомним, 18 апреля в Госдуму внесли законопроект, предлагающий ввести для женщин, работающих на селе, сокращенную продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю, с оплатой в том же размере, что и при полной рабочей неделе. Медведев также поручил проработать вопрос об увеличении доли оплаты труда в структуре валового внутреннего продукта до 60%. Кроме этого, премьер-министр страны поручил Минфину, Минсельхозу и Минэкономразвития представить в правительство согласованные предложения о снижении НДС на плодово-ягодную продукцию. Ставка налога на добавленную стоимость в стране составляет 20%, при этом многие товары, в частности продукты, облагаются по льготной ставке в 10%. Медведев признал, что плоды, ягоды и фрукты не попадают под льготное налогообложение. Также премьер поручил до 20 мая проработать вопрос о дополнительном выделении бюджетных денег на субсидии производителям сельхозтехники. К другим новостям. Первый Всероссийский съезд селекционеров в области животноводства организовали в Москве. Участие приняла и делегация Якутии. Из столицы страны передает наш корреспондент Татьяна Черемкина. Селекцию называют основной наукой отрасли, которая приносит больше пользы, чем современные методы выращивания, содержания потомства, убоя и доения. Будущее животноводства за селекцией и генетикой. Благодаря ей животноводы создают новые породы крупного и мелкого рогатого скота, обладающие заданными нужными свойствами. В работе первого съезда принимают участие депутаты Госдумы, представители Евразийской экономической комиссии, делегации 75 субъектов России, также руководители и специалисты профильных научных учреждений, отраслевых союзов и бизнеса. Делегация Якутии из 29 человек также стала участником исторического события – самого первого съезда селекционеров. На форуме говорили о развитии селекции и племенного дела отечественного животноводства, снижении зависимости России от импорта генетических ресурсов. Особенное внимание было уделено продовольственной безопасности страны. Основным итогом работы съезда будет это развитие отечественной селекции по всем видам животноводства с участием науки, производства, с участием Министерства сельского хозяйства. Вот такой разговор сегодня состоится и выйдет главный документ резолюции съезда. И согласно этого документа будем далее работать. Современная наука использует целый спектр способов выведения новых пород животных, от самых старых, известных несколько сотен лет, до более современных, появившихся только в 20 веке. Развиваются и новые методы селекции животных, наиболее перспективными из которых является клеточная инженерия. Для успешного решения задач общенационального масштаба было основано несколько селекционно-генетических центров. В своей работе они используют все современные методы. Развитие селекции в отечественном животноводстве происходит более традиционными путями, чем на Западе. Обо всем этом говорили на пленарной сессии. Я нахожусь в историческом моменте. Это первый всероссийский съезд зоотехников-селекционеров. В советское время зоотехники это были генералами производства. Без нас все эти первичные планы, на 5 лет все от нас все исходило. Теперь это идет возрождение. Начало, как говорится, большого пути, новый путь. Для делегатов съезда запланированы выездные мероприятия, проведение круглых столов в ведущих научных организациях. Татьяна Черемкина, Виктор Олесов, Москва. К
К паводку готовятся в Хатасах. Там ведут берегоукрепительные работы. По плану должны отсыпать более 150 метров, однако усадьбы некоторых жителей остаются без защиты, и они опасаются грядущего половодья. Прошлогодний паводок смыл берег села, и водная линия вплотную подошла к жилым домам и дворовым территориям, где живут около 30 семей. Также интенсивное течение. Не знаю, как в этом году, не знаю, от чего отталкивается, кто составлял этот проект по применению превентивных мер на 150 метров, когда участки после меня выше по течению, точнее передо мной еще 2 участка, куда бьет основное течение русла реки, протоки. Все от них, и так все обваливается. 1 минута рекламы. Оставайтесь с нами, смотрите далее. Местное население в промышленность. В Ленске провели ярмарку вакансий. Работу жителям предложили крупные компании. День безопасности труда. На базе производственного обеспечения Нерингри компании «Транснефть Восток» провели конкурс среди своих подразделений. «Узнай о своих долгах». Акцию под таким названием проводят в столичном аэропорту судебные приставы в преддверии сезона отпусков и майских праздников. Автопробег к самому загадочному кратеру Сибири. 3000 километров преодолели члены научной экспедиции, чтобы добраться до Попегайского. Какова главная цель группы? Якутия-24. Прямой эфир. Продолжаем итоги дня. Судебные приставы в Якутске в преддверии сезона отпусков и майских праздников проводят в столичном аэропорту акцию под названием «Узнай о своих долгах». Сюжет Дмитрия Тымырова. Тотальный контроль. В преддверии майских праздников судприставы и исполнители проверяют каждого пассажира на наличие долгов и штрафов. По итогам первого квартала 2019 года судебным приставам и исполнителям вынесено 11 905 постановлений о временном ограничении на выезд с Российской Федерации, в том числе 1842 постановлений по отношению должников по алиментам. В 2018 на территории республики действует 19 090 постановлений о временном ограничении на выезде. Оказалось, что многие горожане даже и не знают, что есть сайт, где можно проверить свою задолженность. Вы знаете то, что есть сайт судпристав, где можно проверить свои задолженности и так далее? И как часто вы туда заходите? Нет, я не знаю такого совсем. Не слышали, да? Не слышала. Ну вы знаете то, что есть такой сайт, где можно проверить свои задолженности? Нет. Давайте без комбинаций. В рамках данной акции горожане узнали не только про свою задолженность, но и узнали, как и где это можно посмотреть. В рамках акции мы проверяем граждан на задолженность, уведомляем их. Да. Если есть возможность, то граждане погашают на месте свою задолженность. За 2019 год мы 5-й раз уже выходим на объект аэропорта Якутск и проводим эту акцию. В случае оплаты задолженности по исполнительному производству напрямую взыскателю необходимо информировать судебного пристава-исполнителя в целях своевременного принятия решения об окончании исполнительного производства и отмене установленных для должника ограничения. Если сумма долга превышает 30 тысяч рублей, то выносится постановление временного ограничения на вылет из Российской Федерации. По стране, по России он может. Вот поэтому мы предупреждаем и напоминаем, чтобы перед вылетом они как минимум за месяц уже погасили свою задолженность. Сама процедура снятия данного запрета длится максимально месяц. Всего за 2018 год в отношении должников было вынесено 39 845 постановлений о временном ограничении выезда из Российской Федерации на общую сумму более 10 миллионов рублей. А 6 гражданам-должникам в период новогодних праздников были наложены ограничения на выезд за пределы страны. Судприставы рекомендуют якутянам не медлить с решением об уплате штрафов и долгов, ведь все это может как снежный ком вырастить и стать причиной отмены вашего долгожданного отпуска за пределы республики и страны в целом. Дмитрий Тымыров, Георгий Григорьев, Якутск. На базе производственного обеспечения Нерингри компании «Транснефть Восток» прошел День безопасности труда. Плакаты, видеоролики, лозунги оказания первой медпомощи – все эти этапы стали возможностью для участников показать, что такое охрана труда в конкретных подразделениях. Подробности у Сергея Козюры.
День безопасности труда прошел на площадке базы производственного обеспечения Нерюнгри, Нерюнгринского РНУ. В конкурсе приняли участие 30 сотрудников, представителей филиалов специализированного транспортного управления Иркутского, Ленского, Нерюнгринского районных нефтепроводных управлений. Основная цель конкурса является непосредственное участие работников в вопросах охраны труда, совершенствования системы управления охраной труда, повышение ответственности как за личную безопасность, так и за коллективную безопасность. В задачу конкурсантов входило не только показать профессиональные знания в области охраны труда, но и на практике безошибочно оказать первую помощь пострадавшим, провести сердечно-легочную реанимацию, транспортную иммобилизацию, выявить нарушения в области охраны труда также было в списке заданий конкурса. Дата поверки. Давай дальше пошел. На кабелях осмотра нету, дата испытания. Второй этап конкурса – творческий. Участники демонстрировали видеоработы, рисовали плакаты по безопасности труда, разгадывали кроссворд и отвечали на блиц-вопросы. Мы в первую очередь убеждаемся о том, что наши работники, у нас принимают участие в основном в этом конкурсе это работники рабочих профессий. Мы видим, что повышается их мастерство, то есть они более начинают обращать внимание на охрану труда. Уже более такие конкурсы, которые действительно наш коллектив, наших работников сплачивают. Им становится, они узнают друг друга и общаются с друг другом. По итогам конкурса первое место завоевала команда БПО Нерюнгри, второе место у команды НПС-17 «Алдан». Замкнули тройку лидеров работники Центральной ремонтной службы «Братск». Такие конкурсы дают работникам очень много позитива на будущий год, очень много целей, которые мы будем достигать, чтобы выступить в следующий раз еще блестяще, чтобы знать еще больше и чтобы еще безопаснее был наш труд. Столько эмоций здесь. Я вообще первый раз. Я доволен, что я здесь, что меня позвали на этот конкурс и дали возможность поучаствовать. Также ЦРС «Братск» стала лучшим подразделением по охране труда ООО «Транснефть Восток» по итогам 2018 года. Сергей Козюра, Тамара Игнатьева, Нерюнгри. Стали известны имена якутян, которые будут представлять Якутию в финале 7-го национального чемпионата «Молодые профессионалы WorldSkills Russia 2019». На сегодня в финал прошли 24 участника, из них 5 юниоров и 1 конкурсант в компетенции «Навыки мудрых». Сюжет Анастасии Даниловой. Напомним, что сборная республики в отборочном этапе состоит из 194 человек, которые приняли участие в 20 регионах страны. Подведены еще не все итоги отборочного этапа. Результаты других компетенций будут подведены до 10 мая. Однако имена некоторых участников, вышедших в финал, уже выявлены. Одна из них – Кристина Пак, финалист компетенции «Кондитерское дело». В конкурсе «Молодые профессионалы» участвуют не в первый раз. Я уже участвую 3 года, все никак не могу дойти до финала. Не то, что до финала. Я первый год участвовала, не могла дойти до регионального среди Якутска. Второй год участвовала, тоже не могла дойти. И вот на третий год уже все решилось. Это последний год мой, когда я учусь. Я просто хочу показать себя, хочу выпуститься отсюда, чтобы меня запомнили. У каждого свой путь к победе на чемпионате. Кто-то годами работает над своей техникой и целенаправленно идет к завоеванию первого места. А кто-то с первой попытки прорывает себе место в финале. Иван Федоров – студент первого курса Якутского коммунально-строительного техникума. Честно признается, удачу притянул без особых усилий. Некоторые были быстрее и хорошо работали. Меня мотивировали. Хотел проявить себя. Участвовал на региональном. Первое занял, потом сказали в Москву, там тоже выиграл, и сейчас в Казань, там тоже выиграю, наверное. Между тем, финалистов определяли опытные эксперты. В каждой компетенции строгие критерии. Конечно, было. У меня в группе были несколько таких ребят, которые имели более математический склад ума. Как всегда говорят, при строительстве должен быть именно математический склад ума. Он хорошо умел читать чертежи как такового, и у него очень большая скорость. По этим качествам я выбрал 3, и они выступали, и Ваня оказался лучше. Все 24 конкурсанта из Якутии, которые прошли через отборочный этап, получили путевку в финал чемпионата России, который состоится в Казани с 20 по 24 мая. Напомним о результатах прошлого года. Наша республика завоевала 5 медалей и вышла на 16 место в рейтинговой таблице чемпионата. В этом году участники намерены привезти еще больше трофеев. Анастасия Данилова, Георгий Григорьев, Якутск. В Ленске провели ярмарку вакансий. Были представлены предложения от таких компаний, как «Транснефть Восток», «Тасюряхнефтегазодобыча», «Газпром Добыча Ноябрьск», «Алмаз Дортранс» и другие.
Также свои вакансии представили многие другие промышленные предприятия со всей республики. Искать работу пришли на ярмарку свыше 250 человек, почти 200 резюме приняли к рассмотрению. Спектр был представлен довольно-таки разнообразно. Это неквалифицированные рабочие специальности, вплоть до инженерного состава. Вакансий было предостаточно. Вот, порядка 600 вакансий мы предложили для наших соискателей. Почти 3000 километров преодолели члены научной экспедиции для того, чтобы добраться до Попегайского кратера. В состав экспедиции вошли члены автомотоклуба «Медведь» и по совместительству Русского географического общества. Главная цель экспедиции – уникальные импактиты, содержащие на 1 тонну 100 карат алмазов. Для сравнения, на интернациональном руднике на 1 тонну приходится всего 10 карат. Алмазы, о которых идет речь, неювелирного качества, но обладают сверхпрочностью. Подробности в сюжете нашей коллеги Марии Урцевой. Александр Колесник исследует необычные пробы. У него в руках уникальнейшая находка. Порода внеземного происхождения, взятая из Попегайского кратера. Его 35 миллионов лет назад оставил после падения метеорит. На этом месте молодой человек побывал меньше месяца назад вместе с членами автомотоклуба «Медведь». В 2016 году я защищал дипломную работу по этому объекту. И вот благодаря этой дипломной работе я сначала оказался в компании, и здесь, в Якутии. И когда была запланирована эта поездка автоклубом «Медведь» при содействии НИГП, больших вопросов по поводу того, кто поедет на Попегайский кратер, не возникало. Автопробег к самому загадочному кратеру Сибири стартовал 20 марта. Экспедиция из 7 человек отправились по маршруту Мирный, Удачный, Оленек, Желенда и Белях. Проехать пришлось почти 3000 километров. Главная цель – взять уникальные пробы пород алмазоносных импактитов, образовавшихся от удара метеорита. Мы доехали до кромки кратера, оттуда уже наши вездеходы не двигались. У нас с собой был еще один небольшой снегоход, и на нем мы уже с одним из участников экспедиции, который был водителем, отправились непосредственно вниз в кратер, и там на обнажениях, хорошенечко покопавшись в снегу, все-таки смогли некоторое количество проб взять. Количество небольшое, около 20 килограмм, но этого нам хватит для того, чтобы извлечь оттуда те самые импактные алмазы. По приезду члены экспедиции поделились своими впечатлениями со студентами Мирнинского политехнического института. А вспомнить из поездки было что. До горизонта вообще ничего нету. Это такая бескрайняя тундра, она так захватывает своей мощью, своей красотой, спокойствием, величием. То есть там такие ощущения, знаете, там, как будто ты полетел там, не знаю, на Луну, на другую планету, там все по-другому. По словам директора научно-исследовательского геологоразведочного предприятия Александра Толстого, алмазоносные импактиты содержат 100 карат алмазов на 1 тонну породы. И хотя они не ювелирного качества, зато обладают другой характеристикой – сверхпрочностью. Вот такие композиты, выполненные, сделанные из ланцелита, они имеют уникальные свойства. Ими можно шлифовать алмаз, ими можно бурить породу, ну и так далее. Применение свыше сотни направлений, в которых может применяться этот алмаз. Но на сегодняшний день мы не можем знать, сколько стоит 1 карат этого алмаза, потому что на рынке его нет, то есть сравнивать его не с чем. Сегодня эти пробы с Попегайского кратера ждут несколько этапов исследований. Когда научные сотрудники научатся извлекать алмазы высокой твердости, их ждет широкое применение в технической сфере, например, для изготовления чипов или микропроцессоров. Мария Урцева, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край». В Москве завершился международный кинофестиваль. Вся Якутия болела за нашу землячку Любовь Борисову и ее фильм «Надо мной солнце не садится», который попал в конкурсную программу и был очень тепло принят публикой и критиками, рассказывает Максим Кардозу. Якутские зрители, якутские кинематографисты, огромный привет от уральских пельменей. Меня зовут Юлия Михалкова. Муа! Привет Якутии на этом кинофестивале передавал каждый второй, ведь фильм, сделанный в нашей республике, завоевал сразу 2 приза. Его оценило международное азиатское жюри. Но самое главное, дебютная лента Любови Борисовой «Надо мной солнце не садится» стала самой любимой у зрителей. Мы очень рады. Нам вручили огромный такой ключ. Называется ключ от сердца, зрительских сердец. Ой, ключ от зрительских сердец. Вот. Мы очень рады. То, что попасть в конкурс Московского кинофестиваля трудно, это ничего не сказать.
Конкуренция невероятная. Из сотен картин со всего мира выбрали лишь 13, и среди них наша. Это, конечно, большое событие, что второй раз якутский фильм был отобран на такой крупный кинофестиваль. Да? Мы знаем, что их всего 15 в мире класса, но это, на самом деле, как я говорила ранее, большой успех. И я очень рада за Любу, за дебютную работу и за компанию «Сахафильм», которая доказывает, что она самая серьезная, крупная компания, которая производит такие фильмы. По итогам кинофестиваля главный приз в этом году получила картина из Казахстана «Тренинг личностного роста». И для режиссера ленты Фархата Шарипова само участие в конкурсе было счастьем. Честно говоря, я понятия не имею, чем он зацепил жюри, потому что я был очень счастлив, когда фильм попал сюда, в Москву, и я знал, что здесь есть часть моей аудитории. Но как оказалось, что интернациональное жюри тоже дышит тем же воздухом. 41-й Московский международный кинофестиваль в очередной раз доказал, что якутское большое кино – это не случайность, это логическая закономерность. И можно быть уверенными, что в скором времени наши земляки будут штурмовать красные дорожки лучших фестивалей не только России. Максим Кардозу, Виктор Олесов, Москва. Это были итоги дня. Оставайтесь на Якутии 24, будьте в курсе.